Доброе утро. Всем доброе утро, мир. Я сегодня проснулась. Я вам сейчас покажу, как я проснулась. Вот мы спим в машине, потому что мы приехали ночью. Непонятно, куда приехали. Думаем, надо заночевать здесь. И, значит, я просыпаюсь. Вот так вот стою. И первое, что вижу, вот это вот чудо. Представляете? Что вокруг горы, озеро. И больше вообще никого нет. Вообще никого нет. Представляете? Я сходила уже к озеру, там вода чистая-пречистая. Сейчас пойду купаться. Несколько дней мы провели в машине. Хочется сполоснуться, умыться, начать новый день. Время где-то 5 часов утра. По нашему времени это 6 часов утра по монгольскому. Великий простор Монголии. Красота. Вот такое озеро чистое. Сейчас покажу воду. Вот такая вот вода. Чистая. Холодная. Ну как холодная? Такая прохладная утро, наверное, потому что большое озеро. Тулпар Нур, что ли, называется. Тулпан Нур. Вот. Так называется. Привет. Доброе утро. Че, как водичка искупался? Тут, интересно, водятся рыбы? Что вы делаете? Плескаемся. Плещимся. Комары такой скусали чуть-чуть. Представляете, мы тут за, не знаю, миллион километров, как будто одни в Марсе. На Марсе. А там снежные горы. Вообще везде горы. И такой воздух вообще другой. Челябинск в сторонке бамбук. Наше первое, абсолютно умиротворенное утро в Монголии началось именно так. Мы еще не знали, что нас ждет впереди 2250 километров дорог необузданного края, идеальный асфальт которых будут сменяться длинными грунтовыми. И что 3 ночи мы проведем под бесчисленными звездами, падающими прямо на наши ладони. И о том, что 3 дня будем слушать песни ветров монгольских степей и ехать до маленькой речушки целых 100 километров по бездорожью, вдыхая пыль дикой, свободной и загадочной страны. Мы увидели на карте родник и пошли набирать воду, потому что дальше будет воды все меньше и меньше, и у нас вода нуждается в обновлении. В каком красивом месте остановились. Набрали водичку. Такие вот горы. Красота. Кстати, за время нашего следования по южной дороге Монголии мы не встретили ни одной машины с русскими номерами. Людей тоже видели мало, будто мы были одни на всем этом бесконечном просторе. Небесное светило уже кланялось к закату. Мы ненадолго остановились попить чай, передохнуть, полюбоваться бескрайними степями, объятыми теплыми лучами солнца. Мы уже проехали 3500 километров от дома. Грунтовые дороги сделали свое дело. Вот что грунтовые монгольские дороги делают с колесом. Пробили.
Абракадабра, и колесо у нас опять целое. Ты что ли волшебник? Теперь надо все запихивать обратно. Перекати поле. Лови, лови, лови. Там едет автобус рейсовый. Сейчас он высаживал людей, короче, около поселения, в котором 10 юрт всего. Гоняет. Вау. Вот сколько пыли за ним. Так мы проводили 4-й день нашего большого путешествия, но еще долго не спали, наслаждаясь симфонией звезд, с любопытством глядящей на нас с небесного купола Вселенной. Доброе утро. Привет. Ты уже чай вскипятил, да? О, чай. О, какие просторы. Ранним утром, позавтракав, мы выдвинулись дальше. Наш путь лежал в столицу Монголии, в город Улан-Батор. Но прежде мы должны были преодолеть всю ту же 100-километровую грунтовую дистанцию, чувствуя себя участниками ралли-марафона «Дакар». Рек, озер и даже ручейков давно уже не было. Перед нами вставали миражи. Как там живут монголы? Еще вчера я заприметила на карте небольшую речку. Через 100 километров по бездорожью мы до него все же добрались. Мы остановились, тут речка протекает. Мы долго ехали к этой речке. Она прям отмечена на карте, она есть на карте, эта речка. Вот такая вот. Мы к ней реально долго ехали. Прям 100 километров было, когда мы вчера заметили, что эта речка есть. И вот, наконец-то, сейчас наберем воду, хотя бы, чтобы умыться. Это пыль. Это пыль везде вообще. Красивое место, да? Остановились возле реки, пошире которая. Здесь можно искупаться, наверное. Здесь вот остановились монгольские дети. Красота такая. Че, давай пробуй воду. Рыба. Только ты, рыба моей мечты. Бескрайние просторы, длиннющие дороги в Монголии. Красота. Мы заехали на шиномонтажку для того, чтобы починить лопнувшее колесо в городе Буханганор. Смотрим, что у него там. Тебя зовет Сереж. Это там очень серьезное. Протерла сейчас пыль в салоне вообще везде. Во всех щелях, во всех дырках. Вообще везде пыль. Такая дорога. Реку
речку одну после большого города. Ну как большого? Относительно большого города. Вот эта река. Помылись. Вот. Помыли номер, потому что вся машина, багажник и салон, и все, что в багажнике и в салоне, все в пыли, в грязи, там сейчас вычищали. Вот вроде просто река, да, просто маленькая речушка, а такое огромное удовольствие помыться, так круто, так радостно вообще, простые радости жизни. Вот такая здесь местность. Сейчас поедем дальше. Нам до Улан-Батора где-то около 700 километров еще ехать сегодня. Такая великолепная гора, речушка, все круто. С легким паром. Выход из зоны комфорта может кардинально поменять ценности, изменить картину мира и представление о нем. В Монголии находится одна из самых больших пустынь мира и самая крупная пустыня Азии – Гоби. Огромная дуга из длинной цепочки пустынь и полупустынь протянулась более чем на 1600 километров южной трети Монголии. Общая площадь пустынных земель охватывает территории в 1295 миллионов квадратных километров. Но мы ее не нашли. Но и в наши планы это не входило. Кстати, здесь выращивается примерно 50 миллионов крупного рогатого скота. При делении этого числа на количество жителей выходит, что на каждого человека приходится 20 голов скота. Мы въезжаем в Улан-Батор. Время без 25. Мы попали в час пик. Капец. Друг другу в окно можно заглядывать, это жесть, конечно. Хотела показать ночной Улан-Батор. Мы Улан-Батор объехали немножечко для того, чтобы попасть на монумент Чингисхану, самый большой. Объехали пробки, хотя постояли тоже очень много, больше часа, наверное, постояли. Сейчас приедем через 40 километров. Хоть и расстояние было всего 40 километров, но ехали мы очень долго. Из-за того, что на единственной дороге до монумента Чингисхану велись ремонтные работы и ввиду полного отсутствия асфальтированного покрытия, доехали мы до назначенного места глубокой ночью и, как говорится, без задних ног. Все кафе уже были закрыты, а у нас не осталось сил даже вскипятить чай. И, как настоящие кочевники, легли спать под звездным небом почти у копыт коня Чингисхана. Доброе утро! 6-й день нашего путешествия. Вот этот чувак, к которому мы ехали так долго, так упорно. Серега говорит, каким надо быть упорным, чтобы среди ночи в такой полной кромешной тьме ехать к памятнику. Этот памятник 50-метровый, точнее его конь и он сам составляет 40 метров и плюс постамент 10 метров. На него вбухано миллиарды денег. Официально открытое было в 2008 году. Все, что могу сказать. Переночевали мы сегодня, сейчас покажу где. Тут вот такое поле раздолье. Тут вот юрточная деревня, а мы ночевали где-то примерно вот около этих юрт. Поставили машину, просто легли спать, потому что уже не было сил что-то делать, вообще соображать. Мы долго были за рулем, где-то около 900 километров проехать. Окна машины запотели, еще не отошли ото сна. Время 2:45 нашего времени, и мы направляемся обратно в Улан-Батор, а оттуда уже в сторону границы с Россией. Это где-то около 400, по-моему, километров. Кстати, на голове лошади расположена смотровая площадка, но мы туда не попали, потому что до открытия комплекса оставалось еще целых 5 часов. Мы не стали ждать. Мы даже не позавтракали, так как перспектива стоять в улан-баторских пробках, как вчера вечером, нас вообще не радовала. И мы приняли решение выехать раньше.
остановились тут, чтобы перекусить. Постарались пораньше выехать, для того, чтобы не было таких пробок. Все равно очень долго выезжали, было больше часа выезжали из города. Так мы вот вместе покушали, умылись и поехали дальше. По северной части страны, на границу с Россией, и здесь совсем другой ландшафт. Здесь растут деревья, и такое ощущение, как будто мы оказались даже в другой стране. Хотя вот так же стоят юрты посреди поля, вот, и такие же горы, но с деревьями. Очень красиво. Впрочем, как и вся Монголия. Монголия действительно была бесконечно красива, невероятно и удивительно. Того ощущения дикой свободы мы не ощущали больше нигде. Там, короче, впереди песчаная буря. Ничего не видно. О, наши любимые эти грунтовые дороги. Еще и ветра нет, смотри. Хоть поднимается и Почему-то на видео не так видно пыли. Тут просто вообще дорогу даже не видно. Джип сафари? Вас сафари. Ой. Я мечтала подойти к юрте. Близко. А то мы столько юрт проехали. И что-то ни разу не зашли. У них, кстати, двери у всех смотрят на восток. Видите, двери. Здравствуйте. 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 А можно у вас чай попить, да? Прикольно. Короче, заказали мы чай. И он такого цвета. Я не знаю, видно, не видно. Он холодный. И я спросила, если кипяток, у них нету его. То есть они живут в жаре, видимо. Привет. И не пьют горячий чай. Но они что-то там запарились, может, они решили скипятить для нас воду. Я не знаю. Представляете, нам принесли такую штуку. Сейчас будем пробовать, что это такое. Сереж, давай пробуй. И скажешь. Там мясо, представляешь? Там мясо? Да. Чье мясо, интересно? А ну-ка. Тебе как? Вкусно? Ты облюбился? Наконец-то мы переехали границу и находимся в России. Находимся в Забайкалье. Направляемся на Улан-Удэ. Тут, видите, совсем другая природа. Впереди вон горы, тайга, так сказать. Двигаемся дальше. Нас ждет 350 километров до Байкала. Сегодня планируем доехать. Да? Ой, какая красота вообще. Огромная наша страна, великолепная, прекрасная. В каком красивом мире мы живем. Возвращаясь чуть назад, скажу, что при пересечении границы в обратную сторону нам не так повезло, как когда заезжали в Монголию. У нас это заняло порядка 4 часов на жаре. Долго проверка документов, машины из багажника, которой пришлось все выгрузить. И еще нам пришлось пропускать без очереди путешественников на 2 мотоциклах, за рулем одного из которых была девушка. Они ехали из Голландии, проезжая всю Евразию до Владивостока. Представляете? Вот там вот город Улан-Удэ, столица Бурятии. Город, где такой вот подъезд, не кипишной, не как в Улан-Батор, когда мы заезжали. О! Красота!
Просто ворота, подумаешь. Просто мост, переходящий через дорогу. И все. Бурятия, детка. Вертолетик. Видно? Вид сопровождения. Россия встречала нас своей особенной красотой, какой-то родной, теплой. Это был еще один день нашего незабываемого путешествия, полный наикрасивейших, длинных, зачастую оставляющих без слов дорог, пейзажей, которые впечатались в память так, что снятся до сих пор. День, который начался в 3 утра еще в Монголии, заканчивался на берегу жемчужины России, на Байкале. Мы прибыли туда уже после заката, в 10 часов местного времени. Вот. Вот оно. Мы доехали. Мы доехали. Ура! Вот он, Байкал. Вот он, огромный наш. Ой, аж ноги трясутся, ничего себе. Сейчас находимся на Байкале. Здесь очень красиво, но, блин, холодно. Я завтра покажу утром озеро. Пока ложимся спать. Палатки. Великий Байкал. Большая вода. Какая холодная! А вода в продаже у вас есть? 5-литровая? Я поняла вдруг, что нет ничего невозможного, и путешествие стоит того.